Салем, друзья, вы на канале Казах Бизнес, где говорят простым языком о бизнесе. Знакомьтесь, Дмитрий, владелец заведения Steak and Beer. Дмитрий, расскажи, пожалуйста, концепцию данного заведения. Так, на самом деле наш концепт основан на стейках. По названию, я думаю, понятно. И фишка нашего заведения, что у нас все стейки по 2700. То есть это бескостные, это 300-граммовые, на кости 350. Но все они по 2700 за весь стейк. Как ты пришел к своему заведению? Вообще общепит мне нравился очень давно. И к нему я шел тоже очень достаточно долго. Около где-то всегда по моей жизни он был близко со мной. Но это уже не первое мое заведение. У нас было караоке. Я его продал в прошлом году. И мы решили открыть бар. Мне захотелось заведения, в котором бы больше было обычной посадки а-ля карт. То есть это не событийное место, а именно повседневное, где просто можно прийти на ужин, вкусно покушать, и чтобы ты понимал, за что ты платишь деньги. То есть возникла из этого идея открыть именно такой вот посадочный бар, куда ты можешь прийти просто один, поесть вкусно, да, посидеть в этой приятной атмосфере, или справить день рождения, то же самое. То есть вот что-то такое плюс-минус универсальное, чтобы люди четко знали, куда они идут и за что они платят деньги. Я так понимаю, это заведение новое относительно. Когда вы открылись? Да, но новое мы открылись, можно сказать, в начале ноября. Так. То есть в середине октября мы сделали техническое открытие, но потом было у нас в конце октября уже официальное. И с ноября мы уже полноценно начали принимать гостей. Дмитрий, где мы сейчас находимся? Мы находимся, начнем в городе Алматы, Так. улица Жилтаксан, дом 118, чуть ниже Багинбай Батыра. Как важно иметь правильную локацию для заведения? Это же очень сильно, да, влияет? На самом деле, если у тебя есть хорошая концепция и эксклюзивное предложение какое-то, то в целом поедут куда угодно. Да? Если ты ничем не отличаешься от массы, то локация для тебя очень важна. Конечно, локация в 90% случаев она помогает либо мешает. Это, к сожалению, такое есть. Но в нашем случае, конечно, нам повезло, нам чуть проще, нас видят, и это центр города. Можно сказать, такой золотой квадрат. Да. Ну что, пройдем внутрь? Давайте посмотрим. Это вот у нас контактный бар. Здесь, то есть, может человек прийти, сесть, также заказать еду. Его также обслужат, поговорить с барменами нашими. То есть, вообще, в целом, без проблем. То есть, он контактный. Так. И основной зал с посадочными местами. То есть, у нас он, так можно сказать, разделен немножечко. Возле сцены более посветлее сделано. И под вечер мы еще приглушаем свет. У нас приходит сюда певица петь, живая музыка по пятницам и субботам. Вот, кстати, сегодня будет. Вот. И разграничено у нас получается где-то диванчики, где-то стульчики. То есть кому как комфортно. Вот я сейчас, по времени сейчас посмотрел, сейчас у нас обед, но люди сидят. Да, обед на самом деле это уже... и бар, да, считается? На самом деле вот мы спозиционироваться как чисто бар, наверное, не можем. Больше мы все-таки, наверное, как стейкхаус, да? Почему? Потому что люди все-таки приходят больше за стейками. Так. Но, опять же, соблазнительная цена в 2700 за стейк, она, конечно, играет свою роль, да? То есть, поэтому у нас в обед хорошо люди приходят, особенно с бизнес-центров. То есть, с 12 у нас уже начинают люди приходить. И вечерняя посадка. То есть, в целом у нас очень редко, когда бывает, когда там зал пуст. Это бывает в какие-то новогодние праздники, в обычные праздники. Вот новогодние праздники у нас было такое, что наоборот, да, то есть люди ждали, пока мы откроемся, и мы открывались 1 января в 6 часов вечера, и люди уже полный зал, там к 9 часам был полный зал. Вот интересно, откуда такая концепция родилась, что вот надо сделать стейк по 2700? На самом деле, чуть-чуть это было подсмотрено, это первое. Второе, у меня друг занимается поставками мяса. Но мы по другой какой-то цене эксклюзивно их не берем, конечно. Мы, по сути, стейки продаем в Сибес. Мы на них ничего не зарабатываем. Мы зарабатываем на допах.
Так. Поэтому у нас рентабельность нашего бизнеса чуть другая. Но об этом чуть попозже я расскажу. И мне хотелось, чтобы был какой-то конвертер, который бы привлекал людей к нам в заведение. Да? Мгм. И это первое. Второе. Я знаю, как это мясо производится, как оно ферментируется. Знаю качество его. Ну, я думаю, что сейчас мы его попробуем, все поймешь сам. Вот. И нужно было понимание четкое, что если ты обычное заведение, вот как все, открылся, да, с каким-то необычным дизайном, но это очень быстро надоедает. Ну, окей, пришли все, прикольный дизайн, там, прикольная стена, которую мы разрисовал художник, там, мы отдали 500 000 за то, чтобы нам просто Ого. нарисовали, да, этот вживую, Мгм. этот принт. И это все равно все приестся очень быстро. Мгм. Но вот какая-то определенная фишка, она будет работать. Мгм. То есть и вот стейки по 2700, ну то есть вот я даже тебе сказал, ты Мгм. удивился, по Да, 2700 дешево. за целый стейк, не за 100 грамм, а за целый стейк. То есть это привлекает людей. Это было подсмотрено, есть заведение, не буду говорить, как называется, в другом городе оно находится. Я был там летом на обучении, я приехал туда с командой. И мне очень понравился их концепт. Я увидел, сколько там народу сидит. Причем, когда я поговорил с админом, там Мгм. знакомый админ моих друзей, он говорит, что до запуска вот этой вот акции, у них это акция, Мгм. у них было все очень печально по посадке. То есть Мгм. они были такие на уровне, там где-то выживания. После того, как они все это дело запустили, вложились в маркетинг и прошло какой-то определенный пул времени, у них начало заведение забиваться. Мы были в воскресенье в 2 часа дня, не было мест. Мгм. И самое интересное то, что сидели люди с детьми, семейные. Пришли просто вот, очень много людей, которые не хотят там готовить что-то в воскресенье. Или просто хотят пойти с семьей где-то посидеть. Дмитрий, я так понимаю, концепция, опять же, такая была больше английского паба, да? Больше, наверное, американского Американского. сухого закона, Ага. что-то вот такое из тех 30-х годов, потому что, ну, можешь заметить, шляпы висят у нас, Мгм. дизайн каких-то определенных вещей, например, та же самая проводка, да, вот, обрати внимание, что она вся идет по стенам, и это все ретро-кабель, Мгм. то есть он, опять же, отдельного внимания заслужит, потому что он дороже в разы и в установке, и в материалах. То есть, чтобы проложить даже вот метр кабеля, тебе нужно 3 специальных изолятора. Мгм. То есть это керамические такие маленькие бочонки, вот их видно. Каждый из них стоит примерно там, от 300 до 500 тенге, в зависимости от того, в каком магазине ты его будешь покупать. Один. А их тут просто сотни. То есть этих я так бочонков. понимаю, что вы ставили акцент на деталях, Да. и это вам обошлось в кругленькую сумму. Да. Электрика. Интересный вопрос, да, сколько вообще стал ремонт заведения? Ну, от А до Я ремонт там стал в 50 плюс миллионов. 50 миллионов. Да. Один только ремонт. Это было связано с тем, что мы переделывали здесь все. Мгм. Ну, то есть потолки, полы, стены убирали, стены добавляли, то есть плитку меняли. И это же все накладывает, это же все работа, накладывает цену на общую стоимость работ. Одного мусора мы отсюда вывезли 90 тонн. 90 Вот с тонн. такого маленького помещения 90 тонн мусора. Сколько здесь квадратов, кстати, я не спросил. Здесь около 400 квадратов в общем. Вместе с кухней, да? Да, вместе с кухней, с туалетами, с отделами. Получается, здесь общепосадочный, здесь около 120 квадратов. Еще есть кабинка, она около 30 квадратов. Сколько посадочных мест? У нас 15 столов, в среднем по 4 места. Ну, то есть здесь свободная посадка, это 60 человек, 60-70 человек. Это в основном зале, плюс 20 человек у нас в VIP-комнате. То есть у нас было такое, когда у нас был такой сильный поток людей, что нам приходилось 4 разные компании сажать в VIP-комнату. Просто мы дали рекламу, и по этой рекламе начало столько людей приходить, что мы просто не могли справиться с таким наплывом людей. И вот в тот именно момент, конечно, больше всего негативных отзывов мы получили. Ну, потому что, представляешь, в один момент, например, приходят все. И все делают заказ на стейки. У нас просто повара, они не то что повара, у нас оборудование не справлялось, потому что было занято все. Да? То есть, ну просто в один момент жарится там 40 стейков. В один момент 40 стейков просто жарятся.
Это невозможно. А повара 3 работает на кухне. На такое заведение 3 повара, это прям очень много. У меня такой вопрос. Я так понимаю, ну, заведение называется Steak and Beer. Про стейки мы, в принципе, поговорили, это понятно. А что касается пива, вот алкоголь. На сколько процентов, во-первых, он продается и как вообще Ну, давай начнем с того, что большей части, конечно, люди приходят за стейками. за стейками? Да, то есть алкоголя продается очень мало. Вообще, в целом, соотношение бар-кухня у нас примерно 25 на 75. Для бара это, ну, Очень мало. ты спросишь у любого бара, сколько у вас соотношение кухни и бара, они тебе все скажут 80 на 20. 80 бар, 20 кухня. У нас наоборот. Поэтому мы и говорю, что мы не можем назвать себя прям баром. У нас есть для ассортимента и пиво есть 5 видов, там, начиная там, от дешевого, заканчивая Гиннесом. Но мы на это акцент не делаем. Больше, конечно, у нас на вкусно покушать, на стейки и вот на именно такую атмосферу, чтобы люди смогли прийти. И знаешь, самое приятное то, что у нас нет такого контингента народа, как очень сильно пьяных людей. Вот их не бывает. Все в меру, да? Не то, что в меру, все трезвые. Все сидят, кушают стейки, пьют лимонад, пьют чай. Так у меня сразу же вопрос возникает. Вот если преобладает больше еда, но стейк при этом стоит практически в себестоимость, как вы зарабатываете? Мы На чем? зарабатываем на допах. То есть на вынос ты у нас по 2700 не купишь стейк. А, на вынос. не Да, купишь. на вынос у нас стоит стейк 4500. А что это за допы должны быть, чтобы... Это гарниры, это чай тот же самый. Это, то есть наша задача взять, естественно, если у нас будет мало народу, мы не будем окупаться. Нам нужно брать массы, Оптом. конечно. То есть у нас должна быть постоянная проходимость. У нас очень много видов чая, очень много. Причем этот чай не просто чай, который делают на баре, как все там с сиропами. У нас чай действительно мы закупаем у фирмы. Разные виды, разные вкусы. Прям ребята собирают из разных трав, там чаи, там из фруктов, из сухофруктов. И прям эти чаи пользуются популярностью. Супер, супер. Давайте пойдемте посмотрим меню, как вообще оно выглядит и что предлагаете. Вообще не вопрос. Меню выглядит очень Ага. максимально просто. То есть деревянная обложка с нашим логотипом. Креативненько сделали. Да. На этих. Бумага обычная, лен, то есть чтобы было приятное на ощупь и не скользило. То есть и вот сама фишка в том, что у нас все стейки, вот 5 видов стейка, у всех цена по 2700. Причем 2700. это не акция, ничто. А медальончики уже, соответственно, подороже. Да, медальон это уже относится к категории не стейки, а именно блюда. Ну, я так понимаю, самое ходовое, опять же, это стейки. Да, самые ходовые стейки, и я сейчас покажу просто чаи. Это вот столько чаев у нас есть в меню. Все не всегда есть в наличии. Давай сразу, мне интересно, маржинальность. Маржинальность чаев приблизительно 1 к 4, 4. 1 к 3,5, вот так вот где-то. Потому что чаи сами по себе дорогие. Ну, чтобы ты понимал, килограмм, например, какого-нибудь Pine Forest, он стоит около 35 тысяч килограмм. Прилично. Да, то есть мы не экономим на гостях. То есть я говорю, мы хотим сделать так, и наша концепция выработана таким способом, чтобы ты понимал, за что ты платишь деньги. Вот мне всегда было интересно, почему в заведениях есть также и азиатские какие-то кухни, хотя вроде бы тематика одна, но вот есть том-ям, рамян. Короче, это на самом деле это самые популярные супы на следующее утро после похмелья. А, понял. Вот это да, вот это надо иметь такую фишку. Так. Ну, понятно. По алкоголю мы не будем сильно проходиться. Вообще, ну вот интересно просто всегда у меня было, вот какая маржинальность на алкоголь идет примерно? У нас меньше 3. У нас где-то 2,5, 2,6. Это было, принципиально сделано. Если ты посмотришь, возьмешь любой бар, алкогольный бар, например, на вот улице Фурманова, у них маржинальность 1 к 5 минимум. 1 к 5, да? Ясно. Где вы закупаете всю продукцию? Какие-то поставщики? Может, даже совет, вот кто-то Да, захочет открыть свой бар. конечно. Мы закупаем сиропы у компании Barline. Мы закупаем чаи у компании Чайковский, бесплатная реклама. Да? Работаем мы также с Pepsi. То есть... А вот, допустим, алкоголь, вы как-то выходите на какие-то алкомаркеты или это уже Нет, это все сами? компании. Это все Привозят компании, сами, да? конечно. Это привозят компании, мы с ними заключаем договора, потому что, по-другому никак. По-другому это не работает. Мясо, ты говорил, берете у Мясо, знакомых? да, мясо это мой друг, они
причем они Как поставляют... называется? Давай сразу прорекламируем друга. Стейк-шоп Алматы называется. Так, У них, хорошее кстати, два розничных магазина есть, где ты можешь прийти и сам купить. Кстати, мы, наверное, с февраля месяца запустим, с нашего бара можно будет забрать сырой стейк, охлажденный, не замороженный. То есть ты сами домой пришел, пожарил. То есть он будет на такой подложке, сверху стрейч пленкой, и он будет всегда свежим, потому что у нас он будет каждый день, он не будет обновляться, потому что мы их, то есть сегодня, если этот стейк не продался, а завтра мы его жарим, все, он никогда, то есть вчерашних, позавчерашних продуктов не будет. Ну, конечно, у нас, почему в магазинах не продают охлажденный? Он у них может лежать там 2-3 дня, неделю. А у нас эти стейки будут продаваться просто-напросто. Он сегодня до вечера никто не купил, вечером его пожарили. То есть все, вообще вопросов не будет. И в чем преимущество именно охлажденных стейков? В том, что ты захотел, быстро заскочил, взял стейки, причем они будут тоже по цене 2700, ну, может быть, чуть-чуть дороже, потому что мы туда специи добавим. Там 2800. Ты забежал, забрал стейк, там 2 стейка, пришел домой, разогрел сковородку, на нее кинул. Буквально у тебя 10 минут, у тебя ужин готов. Кстати, как вы работаете с доставками? Вообще мы на доставку не акцентируемся, вообще мы ни с каким агрегатором не работаем. Да. То есть если люди прям очень сильно просят, мы им на Яндексе отправляем. Но мы этого очень сильно не любим. Потому что стейк пока доезжает, там уже про прожарку можно забыть, они просто получают горячее мясо. Плюс это все, ну, хотя, конечно, людям тоже, да, люди довольны, им нравится, но мы стараемся не работать на доставку, потому что, ну, чуть-чуть это не то, это не бургер. Даже когда ты бургер получаешь на доставку, он уже не тот. И, то есть, остальные продукты, да, вы закупаете на базарах где-то? Да, у нас есть, овощи. конечно, у нас есть бренд-шеф, который контролирует свежесть овощей В каких полностью. базарах вот сейчас закупаются бары и рестораны? Ну, это все старо как мир. Я не знаю, на оптовке. Оптовка закупается 80%, наверное, заведений. Оптовка, это которая на Розыбаки? Да. Крупные сети закупаются на Алтынорде. Но крупные сети, когда там, ну, типа, я не знаю, там, Ланчжоу, Базилика, те, у которых оборот овощей просто нереальный, они там мешками все это берут, поэтому им проще раз в месяц съездить, купить там на Алтынорде. А насколько вот отличается стоимость, допустим, в обычном магазине и на базаре? Сильно отличается Сколько, 2 раза? стоимость. Ну нет, не настолько. Ну, процентов на 20. 20%, да? Да. В зависимости еще от того продукта, который ты берешь. И они, получается, там продают только оптом или есть и в рознице? Нет, но есть, видишь, если у тебя заведение, если ты знаешь там продавцов уже давно, тебе, естественно, дают какие-то определенные скидки, спеццены и на все прочее. Видишь, на оптовке еще, мы же не только продукты, овощи закупаем, у нас все, там специи, соусы, определенные какие-то каперсы, ну, то есть то, чего нет, ты не найдешь в Магнуме, там, морепродукты. Ну, то есть у нас в Алматы, можно сказать, только 2 места. Это Алтынорда и оптовка. Нет, у нас, нет, на самом деле у нас есть зеленый базар, у нас есть очень много фирм, которые привозят. Ну, то есть, на самом деле... Нужно мониторить, да, постоянно искать, где Да, дешевле, где выгоднее. даже и мониторить не нужно. Когда ты откроешься, к тебе люди Сами, придут да? сами и начнут прайс-листы привозить. Но опять же, разница того, что ты получаешь от компании, разница в том, что ты берешь на оптовке, она в некоторые моменты колоссальная. То есть, ну, возьмем даже по той же самой картошке фри, например. Если ты пачку покупаешь на оптовке там, за 3500, то тебе ее могут привозить вот сюда там, по 4. По 4500. Ну, то есть разница ощутимая. Ну да. Ну так что вот хорошенький совет. Так, ну что, зал посмотрели. У нас есть еще VIP-кабинка, в которой есть караоке-система. И там, кстати, уже пришли стейки. Поэтому предлагаю Почему бы и провести нет? дегустацию, Почему бы и да? нет? Пойдем Давайте посмотрим. посмотрим. Так, это наша VIP-караоке-кабинка. До 20 человек. Насколько она забивается часто? Ну, мы вообще, как отдельную караоке-кабинку, ее вообще даже не рекламируем-то, по сути. То есть люди узнают, хотят, Кто знает, приходят. тот знает, да, да? тот знает. Мы акцент такой особо не делаем. Но в целом людям нравится. Во-первых, здесь нету почасовой, как в караоке. Во-вторых, у нас тут минимальный депозит, это 100 тысяч. Ну, классно, ребят. Да, А то сколько есть здесь мест? 20 человек здесь. 20 человек за 100 тысяч, и ты Да. еще поешь песни, мне Да, кажется, у тебя такая- тут караоке система АСТ, телевизор большой, колонки, Классно, причем звук очень даже Я лично хороший. люблю сам попеть, так что... Вот. Ну и вот, соответственно, можно снять наши Ух ты. стейки. Ух Так ты, выглядит ребят, стейк. смотрите.
Это что за стейк? Это стейк ковбой, по сути это рибай на кости, то есть Стейк настоящих ковбоев. да, гарнир здесь овощи гриль. Ну Вот то есть он. сразу оговорка, да, гарнир подается отдельно, стейк, вот 2700 это стейк, соус и подгарнировка это вот зелень. Мгм. Ну что, будем дегустировать стейки, так Так. это, как я уже сказал ранее, рибай на кости. То есть когда мы режем стейк, он должен резаться очень легко. Вот так вот. Прожарочка, вот она получается, ребята, medium well. Попали, все очень классно. Все. То есть первый кусок мы рекомендуем всегда пробовать без соуса, чтобы Без понять соуса. вкус мяса. Мгм. Мгм. Хорошее мясо, ребят. Мне понравилось. Да, то есть это ферментированные стейки, ферментированное мясо. То есть, Так, теперь с соусом. теперь да, с соусом. Соус от Demi-Glace, который подается к мясу. Мгм. М. Соусы, то есть, продаются, или вы Соус как в сами комплекте делаете? идет. А, В ну, имеется в смысле, виду повара. Нет, нет, повара он продается в полуфабрикате, мы их доготавливаем. Чтобы соус Demi-Glace делать прям как в ресторанах Мишлен, там, конечно, он готовится более там 30 часов. О, ничего Этот себе. соус, да, это трубчатые кости отвариваются очень долго-долго, до тех пор, пока они просто не растворятся. Ну, ребят, да, как вы хотели. За 2700 еще и с мишленовским соусом не получится поесть. Спасибо, на самом деле, очень вкусный стейк. Рекомендую, ребят, зайти попробовать к Дмитрию в паб, в заведение, в бар. Ждем. Дмитрий, как вы продвигаетесь? Какие эффективные способы на сегодняшний Так, день? ну на сегодня мы наняли агентство, которое занимается продвижением, Мгм. в частности, Инстаграм-продвижением нашим. То есть в основном, конечно, это блогеры, это Инстаграм, реклама в Инстаграме, таргетирование. Также есть инструменты такие, как 2GIS, но 2GIS мы сейчас не продвигаемся, потому что ребята, ну, немножечко, конечно, вышли за грань по сумме продвижения. Кстати, я слышал, да, что-то они... Очень сильно стало дорого. Сколько? И вот давайте в цифрах сразу озвучим. Ну вот, к примеру, чтобы просто у нас появился значок без рекламы, без ничего, просто чтобы у нас был Отражались, значок да? именно нашего логотипа на карте, Ага. чтобы мы поблизости где-то были там, выходили, хотя бы нас показывали там в 20-м месте, там 20-м, 25-м месте, за полгода они просят около 700 тысяч. 700 тысяч. Чтобы реклама в 2GIS была эффективная, прям вот максимально эффективная, нужно платить больше 1,5 миллиона. В год. Нет, в полгода. То есть, вот чтобы вы понимали, когда у нас было караоке, мы начинали платить за топ-20 места там, с каких-то смешных денег 300 тысяч. И в течение года это выросло до такой степени, что чтобы быть в топ-10, тебе нужно платить там 2,5 миллиона за полгода. И мы поняли, что это очень большие деньги. То есть мы просто посмотрели ежемесячный бюджет, который получается там больше 300 тысяч только на 2GIS. Это очень много. Это очень много. Как говорится, как я говорю во многих своих выпусках, будущее все-таки за IT, где будут большие деньги-то крутиться, уже крутятся. Представляете, да, 2,5 миллиона, чтобы выйти в топ. Это еще не самые большие цены. Я скажу, что я знаю один барбершоп, который платит 8. Миллионов? Да. Ребят, обратитесь ко мне. Стоматологи- Давайте разберемся, сделаем выпуск. Стоматологи платят по 10, до 12. То есть это настолько эти ниши большие. Развиты, да? прям, Ну, значит, то есть- они работают действительно, раз люди готовы Ну, платить. ты когда последний раз зубы лечил? Конечно, цены прям. Да, да. Это точно. Поэтому Ну, то есть, в основном через Инстаграм, через социальные сети. Инстаграм, социальные сети, да, и ну и сарафанка. Сарафанное радио? Да. Никто не Ну отменялся. тут уже, видишь, тут уже зависит от нашего сервиса, естественно. То есть, если я всегда говорю, ты, когда от нас ушел один гость недовольный, мы потеряли не одного гостя, а как минимум 100. Почему? Потому что ты, когда будешь сидеть в компании друзей, и кто-то скажет, давайте пойдем вот в то-то заведение, и у тебя есть плохой осадок, ты скажешь, блин, да я там был, вообще очень мне не понравилось.
Может быть, не все, может кто-то рискнет, попробует, но так как лимит доверия именно к твоему мнению, твоего окружения повышен, скорее всего, они не будут рисковать. Понимаешь, да? А когда ты остался доволен, гость ушел отсюда с улыбкой на лице, ему все понравилось. И когда ты, опять же, в такой же ситуации, ты говоришь, да, блин, все круто было, мне там очень понравилось, и цены, все, персонал, все. И однозначно следующее мероприятие у вас пройдет именно в том заведении, которым ты остался доволен. Какое оборудование нужно, чтобы открыть свой бар? Так, ну смотри, на самом деле нужно все. Так, Так как помещение тебе достается абсолютно пустым. в черном варианте. Да, ну то это уже от тебя зависит, понимаешь? Мы решили, что мы будем весь ремонт сносить и заново его лепить, поэтому в нашем случае черновым. То есть нам нужно было все, начиная от проводов, заканчивая уже мебелью, да, то есть вот даже люстры мы покупали, приобретали, причем, если ты можешь заметить, что они все у нас идут одинаковые, даже там они поменьше, но дизайн у всех один. Мы их очень долго тоже искали, более-менее подходящими. То есть на люстры мы истратили в районе 500 тысяч. 500 тысяч только люстры. Да, люстры. Давай вот сразу же пробежимся вот по основным каким-то моментам. Вот что нужно. Вот я так понимаю, если я пришел, мне нужно куда-то сесть и на чем-то сидеть, да? То есть диваны. Давай вот сколько стоит, где брали, где вообще берешь мебель? Так, ну смотри, диваны это очень огромный бюджет в плане, вообще мебель очень огромный бюджет в плане денег именно в заведении, да. Нам повезло, у нас есть знакомый с Ван Гог бара, он свой бар закрыл. То есть мебель вы взяли? Мебель мы взяли у бара? нашего знакомого, да, Ван Гог бар был такой. Сколько вышло вся? Так, смотри, один диван мы купили за 130 тысяч. Один диван. Один только. диван за их сколько 130 здесь? тысяч. Здесь у нас около 20 с лишним диванов. Так, ну больше 2 лямов. Да, ушло больше на... 2 лямов ушло только на... Так, окей, столы. Столы мы делали сами. Сами? То есть смотри, мы заказывали основания под столы. У нас есть знакомый, который делает столы именно, основания. Столешницы мы заказывали тоже через фирму, которая делает столешницы в целом отдельно. Цена? То есть цена одного стола в районе, ну нам вышло в районе 70 тысяч. 70 тысяч. Да. Так, столов здесь тоже, да, около 20, я так понимаю. Да, с учетом того, что у нас еще запасные столы есть, плюс есть столы еще в VIP-кабинке. Что еще закупать? Я так понимаю, Вся посуда была куплена, вся абсолютно посуда, тарелки вот крафтовые, которые ты видел, ложки, вилки, причем ложки, вилки, То есть вот такие минажи. даже мелочи, они, да, стоят Да, денег. это называется минаж, это минажи, то есть нашим брендом это перец, соль. Салонки. Вызов, кнопка вызова официанта, это все тоже стоит денег. То есть один минаж стоит около 5000 с логотипом, одна соломка вот такая стоит около 2500. Кнопки по 1500, сама база стоит в районе 25 тысяч под кнопку. Ложки, вилки в наборе они стоят около 4000. Чтобы их складывать, вот такая салфеточка, да, то есть кармашек. Он не такой дорогой, там в районе 300 тенге стоит один. Так, давайте посмотрим дальше. Вот ты говорил, что картина стоила вам Да, полмиллиона. 500 тысяч, да, ее, чтобы нарисовать, стоит. Это пришел человек, выбрали мы картинку, и он вручную все это дело разрисовывал. Колонки. Колонки, вот, кстати, то, что не покупали, это были колонки, это нам старые, это хозяева заведения нам оставили, да? старые, да. Мы на них не тратились. Микрофон мы покупали свой, это немецкий. Фирму не помню, но он стоит в районе там 40 тысяч. Вообще важна ли акустика, хорошая музыка? Для нас не так, что прям супер акустика нужна. Но здесь, слава богу, хорошие колонки, подвешали их сюда уже мы. То есть система музыкальная хорошая. Нам осталось докупить хороший микрофон. То есть певица, когда поет, и прям голос чистый, это самое главное. Вот, в общем, в музыку сколько вложили? В музыку, если считать, там, если, допустим, покупать те же самые колонки, ну, где-то до миллиона надо будет вложить. До миллиона, да? Ну, это так, чисто по минимуму, да? Это да, чисто хороший так. Звук, мне кажется. Ну, в дороже. караоке-кабину мы, допустим, вкладывались, это микшер, это микрофоны, это колонки, там только миллион сидит, телевизор. Это вот только оборудование, которое нужно только для одной караоке-кабины. Вот бар.
Бар, я так понимаю, вы Бар стойку- стойку мы не трогали, это единственная Ага. вещь, которая здесь не тронулась при ремонте, потому что она была и так хорошо сделана в целом. Мгм. Мы что сделали? Мы ее только отшлифовали полностью и снова залили всю лаком, потому что она была тут расписанная всяким. Мы все полностью сняли, сошлифовали и заново нанесли сюда лак. Ну, это вышло нам в районе 200 тысяч тенге обновить полностью, с лаком сверху залить. Так, что мы скажем про кухню? Что нужно на кухне? Какое оборудование? На самом деле по кухне, по оборудованию это все сугубо мы отталкиваемся от того, какая у тебя будет кухня. Вот если о нашей говорить, у нас есть специальная поверхность жарочная для стейков, на которой отдается корочка. И есть также пароконвекционная печь, то есть в которой уже доходится прожарку. Сюда нельзя, мы не могли сюда поставить ни мангал, потому что это центр города. Ну и, допустим, тот же самый, например, хоспер поставить нет возможности, потому что у нас кухня не такая большая. Давай, в вот плане. вкратце, да, сколько было вложено и какое оборудование где покупалось? Так, Как смотри, что-то покупалось по объявлениям, Так, бэушный. что-то, да, что-то закрывалось, что-то покупалось новое через фирмы. Точно так же есть очень много фирм, я все сейчас не буду называть. Pro Kitchen, ну разные фирмы, их очень много. Что-то покупалось на фирмах, что-то покупалось по доскам объявлений, потому что на фирмах, ну вот, грубо говоря, новым этот стоит холодильник там 1 000 000, мы его там покупаем за 400 тысяч, да, с учетом того, что просто там что-то помято, что-то еще понятно. сделано. То есть в общем на кухню ушло в районе 7,5 миллионов. 7,5 миллионов. Да. Так, и давай вот, подводя итоги, сколько в общем было вложено в этот Но в вот это смотри, заведение? в общем, чтобы тебе открыться и запуститься со всеми делами, ну, у нас ушло больше 75 миллионов. 75 миллионов. Да. Мгм. То есть самый дорогой, я так понимаю, это ремонт Самый был? дорогой это ремонт, потому что мы его делали очень долго. Очень много было простоев из-за разных факторов. То есть можно было, если ты, ну, спросить, можно было бы сделать ремонт раньше, можно было. Тут были чисто конкретно и наши определенные там где-то вина, еще и строителей и всего прочего много. Но это уже там типа не вернуть. Все, это факт. Вот столько мы затратили на ремонт. С учетом того, что было такое, что мы что-то начинаем трогать, а там оказывается это не все так просто. И все начинается там по новой, да, понимаешь, да? То есть львиная доля, конечно, это ремонт. Львиная доля. Вы вложили 75 миллионов. Да. По твоему мнению, когда это все окупится? По моему мнению, это все должно окупиться в течение от 18 до 36 месяцев. В зависимости от того, как будет работать персонал, как будет работать маркетинг. То есть это вот, в лучшем случае это будет 18 месяцев, в худшем случае это будет больше 24 месяцев. Это стандарт, да, какой-то? Это да, но опять же, ты когда делаешь бизнес, ты его не делаешь, ну, типа в тупую. Ты считаешь финансовую модель, смотришь, сколько у тебя в целом будет оставаться, какая рентабельность бизнеса, и за счет этого какая в целом окупаемость у тебя на длинной дистанции. Опять же, если говорить о том, что вы хотите вложить много денег и быстро их окупить, такого не бывает. Ну, то есть не бывает, что у тебя ты сразу взял и окупил. То есть здесь уже такой чуть момент. Есть какие-то определенные хайповые моменты, когда ты можешь делать супер лакшери там заведения, но туда и вложения нужны. Там и цены соответствующие. Да, оно может окупиться до года, смело, да, но у тебя должен быть подключен очень мощный маркетинг, очень мощная команда. То есть с хорошей командой ты в целом окупаешь заведение быстрее намного. Это все вот ты можешь вложить хоть сколько денег, но если у тебя будет плохая команда, сори, друг, ты можешь и вообще его не окупить. Одной из важных, я так понимаю, составляющих, если не самое важное, да, это персонал, помимо кухни. Вот как и где набирать, какие проблемы бывают? Ну, на самом деле, про персонал, его набор, работу с персоналом, это, наверное, да, целую докторскую можно написать, потому что это очень долго рассуждать. Но я скажу так, набирать его, ну вот у нас персонал был. То есть у нас основа была, у нас бренд-шеф у меня уже был до момента, как мы начали даже строить это заведение. Управляющий точно так же. Линейный персонал уже набирался через доски объявлений, через чаты рабочие, через Headhunter тот же самый.
И что сказать, в персонале есть очень много брешей, Мгм. это факт. Мгм. Есть позиции нестабильные в работе, например, техперсонал. Это самый нестабильный персонал, наверное, потому что это те люди, которые в целом могут сегодня просто взять и не выйти. М. Вот. Что касаемо управленческих позиций, да, стараешься брать проверенных людей с опытом работы, либо поднимать по карьерной лестнице тех, кто у тебя работал там Мгм. официантом. Понимаешь, у нас еще такое очень ошибочное мнение внутри страны, что официант это какой-то нишевая должность. Хотя официант это на самом деле профессия. И Мгм. хороший официант, он может зарабатывать очень хорошие деньги. Мгм. Это то же самое продажник, да? Конечно, то есть вот он не то что продажник, он психолог, он видит человека, что ему нужно, что ему не нужно. То есть это на самом деле искусство. Мгм. И в Европе, например, самые хорошие официанты, они там открывают собственные рестораны, да. Мгм. А есть официанты, там в той же, вот мы были на Ибице, в Испании, пришли в заведение, там официанту, типа там лет 50. Ну, кстати, Ну, да. понимаешь, да? И он, это его работа, Мгм. это профессия. У нас почему-то к ней относятся, типа, пока каникулы, типа, у студентов. И Мгм. вот в этом большая проблема сервиса, в том, что люди не относятся к этому серьезно. Мгм. Хотя на самом деле это та же самая профессия. Если к ней относиться с должной серьезностью, ты будешь очень хорошие деньги зарабатывать. Мгм. Вот прям это я могу сказать, это вот гарантированно. Да, Так то есть, помимо этого еще можно вырасти по карьерной лестнице, да, да, и да, это стать. однозначно. Вот смотри, тут же какая ситуация, вот если человек не хочет расти по Мгм. карьерной лестнице, то есть он, значит, ничего нового к тебе в бизнес принести не может. Мгм. Это же такая ситуация. То есть человек, если фригиден к своей жизни, у него нет какого-то азарта роста, его не стоит брать себе на работу. То есть ты должен смотреть, чтобы у человека глаза горели немножечко, Мгм. чтобы он хотел что-то делать, что-то менять, чтобы ему было не безразлично, что Мгм. происходит вот у него в заведении. Он должен относиться к этому как к своему. Хотелось бы, да? И вот очень маленькое количество людей, Мгм. которые могут это делать. А кто делает, они в ответ и получают хорошую зарплату, Бонусы хорошие какие-то. отношения. Мгм. Естественно, это же, то есть, типа, старо как мир. Мгм. Он один официант, вот, допустим, из 5 официантов в заведении, у одного может быть всегда зарплата выше, чем у остальных 4. Мгм. Почему? Потому что он делает чуть больше, чем остальные 4. Он чуть внимательней, он чуть по-другому оказывает сервис, он немножечко там, допустим, старается больше, чем другие, да, там, Мгм. он смотрит за гостями, он общается с гостями. И таким образом получается, что вот у нас, допустим, есть официант, а, и у нас гости звонят и говорят, а вот он будет, М. он на какой точке работает? Даже так. Да. И все, они приезжают именно к нему. Допустим, я могу в какой-то момент Мгм. сам там что-то вынести, что-то сказать людям, что-то объяснить. Это нормально. То есть, когда ты переходишь в ту часть своей жизни, которая называется предпринимательство, ты должен быть готов, что тебе придется участвовать в жизни, в операционке, Мгм. хотя бы какое-то время, пока у тебя не сложилось все так, что оно начинает работать на автомате, у тебя весь персонал, это прям большая работа. Плюс не надо идти на компромиссы и нанимать, извиняюсь за выражение, мудаков на работу. Один мудак тебе все испортит. Мгм. Все, нет персонала, не бери мудака, выйди сам. Что касается касательно документов, сложно ли на сегодняшний день открыть свое заведение? Нет, на самом деле открыть Мгм. несложно. Я тебе скажу больше, что у нас в Казахстане возможностей для открытия своего бизнеса намного больше, чем в любой другой стране. Мгм. Живой пример, мы просто в Дубае планировали поставить точку, мы Мгм. начали смотреть, что там с документами, ты не представляешь, там какой пул документов нужно собрать. Поэтому в Казахстане
перспектив на самом деле для граждан Казахстана Мгм. вообще очень много. Ну даже и не для граждан. Очень много приезжает кто с России, там, с Китая, со всех других стран открывать здесь бизнесы. Максимально лояльная система, да, то есть поэтому если у тебя есть желание, то в целом, я думаю, любой справится с этим Мгм. вопросом. Немножечко терпения, упорства. А какие вот, ну вот, если вкратце, документы или инстанции нужно пройти, чтобы вот закрепиться? Ну, смотри, если только сама общепита, тебе инстанцию нужно пройти обязательно, это пожарная. Так, То пожарка. пожарка, обязательно тебе нужно пройти СЭС, Мгм. вот, налоговая, наша Много? любимая. Ну, сразу, да, оговорочка, у нас мы все работаем в белую, то Мгм. есть мы никаких переводов не принимаем, никаких черных вещей. У нас есть терминал, у Мгм. нас есть Каспий QR. Вот, пожалуйста, на выбор человек может оплатить любой банковской картой, Мгм. какой ему душе угодно. Вот, и в целом все, больше тебе никаких инстанций таких особо и не нужно. Это основные инстанции, которые тебе нужно пройти для того, чтобы открыться. Мгм. Но опять же, смотри, что касаемо там пожарки, это уже как договоришься с владельцем заведения, потому что в большей степени это его ответственность, потому Понял. что это его же здание. То есть на тебя ложится время На в меня, основном да, СЭС. ложится налоговая, потому что Мгм. это моя деятельность, которую я здесь веду. СЭС, чтобы здесь все было, ну, все хорошо, все чисто, без всяких нарушений. Вот, ну и, Ну и всё, в принципе. да, все. Еще такой момент, что если у тебя есть летник, Мгм. вот с ним есть определенные нюансы и сложности. Тебе нужно получить разрешение. Это уже другое, это уже акимат. Ещё Потом по какие-то. вывеске, если это не твоя входная группа, ну, то есть, опять же, это нужно идти в акимат и решать там, брать разрешение, платить оплату. Если это твоя входная группа, ничего платить не нужно. А вот такой интересный вопрос. Это же все-таки бар, здесь продается алкогольная продукция. Вот Мгм. как получать лицензию Лицензия получается онлайн сейчас. онлайн? Да, все сейчас делается онлайн. Через ЕГОВ ты Мгм. сдаешь пакет документов, оплачиваешь пошлину. Мгм. Больше 300 тысяч тенге в год, каждый год. Ничего себе. Да. И все, тебе То есть дается особых лицензия. заморочек с этим нет. Смотри, если ты находишься близко к каким-то там, например, учреждениям образовательным Так. или еще, тебе, ну, там есть сложности с Мгм. этим. Если у тебя есть где-то образовательный детский центр, то есть определенные сложности с этим тоже. Мгм. То есть у тебя должно все соответствовать. Ну, то есть Мгм. в этом плане. Дмитрий, ну мы подошли к самому интересному вопросу, на мой взгляд. Какая у вас выручка и прибыль? Ну, смотри, так как мы работаем всего-то там несколько месяцев, Мгм. прям каких-то стопроцентных цифр дать не могу, да, но усредненно мы закрываем где-то от 13 до 17 миллионов. Месяц, Это оборот, оборот. да. Средний чек Конечно, какой вообще идет в день? средний чек в день, если так разобраться, у нас небольшой. Ну, то есть Ну, в хороший день. в хороший день там это 10 тысяч, грубо 10 говоря. тысяч. Мгм. То есть вот смотри, опять же, хорошая рентабельность это, конечно, 30%. Мгм. Это прям идеально. Но я тебе открою секрет, у большинства заведений этой рентабельности в 30% нет. Мгм. Рентабельность на начальном этапе, если она у тебя остается там 10, 11, 13, это хорошо. То есть это прям хорошо. Вот, ожидаемо и по плану, да, то есть по всем мероприятиям, которые мы проводим и для чего мы вообще Мгм. открывали это заведение, у нас должна быть рентабельность от 22 до 28%, Мгм. и оборотка минимум должна быть здесь от 18 миллионов, минимально. Миллион. То есть в самом пиковом, ну то есть То есть в к этому вы загрузке, стремитесь? да, да. Непосредственно. Это может делать заведение, я тебе Мгм. скажу так. То есть те цифры, которые я тебе сказал до этого, это загрузка заведения не более чем, ну, наверное, 45%. Мгм. Если будет вот загрузка стабильная, то эта цифра, ну, абсолютно другая. То есть 20 миллионов это легко заведение в своем может делать, то есть при загрузке процентов 60. Мгм. Дмитрий, спасибо большое, что пригласил в свое заведение, угостил вкусным стейком. В конце, по традиции, мы просим дать совет начинающим предпринимателям, ну, наверное, человек, который захочет реально открыть свой бар. Может, какой-то лайфхак, может, какой-то совет ты дашь, как вот стать успешным в этом деле? Так, вот знаешь, если это начинающий,
и он никогда не открывал общепит, и он хочет идти в нишу предпринимательства, мой совет общепит не открывать. Почему? Потому что очень много нюансов, Мгм. и я всегда от общепита всех отговариваю. Потому что я тебе объясню почему. Ты должен быть готов целиком и полностью быть погружен в это, Мгм. и ты должен это любить. Ты хорику должен любить. Я люблю это дело, и мне очень, я, как тебе говорил уже, мы с тобой за кадром общались, я люблю, когда гости уходят с улыбкой на лице. Это для меня, я от этого кайфую, это прилив Мгм. эндорфина. Но если ты хочешь это делать для заработка, все нет. Это я буду отговаривать до последнего, что общепиту человек не открывал. Есть очень много других крутых ниш, куда можно вложить деньги и окупать их. Потому что здесь очень большой риск не окупиться, тем более для начинающего Мгм. предпринимателя. Поэтому здесь я буду отговаривать очень сильно, Мгм. очень долго, пока не отговорю. Ну и в целом, да, нужно любить свое дело, чтобы что-то получалось. Конечно, конечно. Работать не из-за денег. Ты должен минимум. понимать, что когда ты берешь на себя, есть же такое даже выражение, то, что деньги платятся не за то количество работы, которую ты работаешь, а Мгм. за то количество ответственности, которую ты на себя берешь, Мгм. понимаешь, да? И вот здесь нужно понимать, что минимум ты должен 3 года посвятить себя этому. Если человек хочет открыть общепит, и вот все, его не отговорить, Мгм. я ему советую пойти сначала работать куда-нибудь в общепит. Вот это мой совет. Сначала пойти поработать, всю кухню узнать, и именно идти работать в ту нишу, в которую он хочет в дальнейшем заходить, поучиться, посмотреть на внутреннюю кухню, и потом уже только задумываться, а надо ли это ему. Все, друзья, отличный совет. Я думаю, кому нужно было, тот понял для себя очень много. Дмитрий, спасибо большое. Все, Всего вас вам хорошего благодарю. продвижения вашего заведения. Друзья, добро пожаловать.